Больше 1300 семей Коми смогли улучшить жилищные условия в рамках федеральной целевой программы развития села. За последние 10 лет на ее реализацию бюджеты всех уровней выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Часть средств направили на развитие инфраструктуры сельских поселений. Государство продолжит оказывать поддержку сельчанам, но уже в рамках новой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Документ изучил Евгений Ракин. Более 170 сельских семей улучшат свои жилищные условия в этом году в рамках новой республиканской подпрограммы. Причем эта цифра могла быть значительно меньше. Благодаря усилиям Вячеслава Гайзера федеральный центр втрое увеличил объем господдержки. В этом году Вячеслав Михайлович встречался с нашим министром Федоровым, и после его посещения министра Федорова буквально на следующий день же утром поступила команда из Минсельхоза для Республики Коми для строительства и приобретения жилья из федерального бюджета сумму утроить, увеличить в 3 раза. Однако условия получения субсидий на строительство и покупку жилья с нынешнего года изменились. Во-первых, на соцвыплату могут рассчитывать исключительно те, кто работает в сельской местности. Во-вторых, порядок очередности другой. В приоритете многодетные семьи и работники сельхозпредприятий. По мнению аграриев, это справедливый подход. Тот, кто работает в сельской местности, хотя он сегодня стал в очередь, но впереди его там 40-50 человек и не работающие в сельском хозяйстве, обращаю внимание, он был первым. Многодетные семьи, то, о чем мы говорим, они тоже будут в приоритете. То есть даже если ты 823 где-то, и впереди тебя нет семей, у которых 3 и более детей, значит, соответственно, ты будешь в числе первых. Но если с этими условиями многие солидарны, то третий пункт может вызвать неоднозначную реакцию. Соцвыплату разрешается использовать лишь на покупку жилья, которому не больше 5 лет. Таких многоквартирных домов в сельской местности днем с огнем не сыскать. Дома мы практически с 91 года в селах не строим, но Вайкино, если мы строим, то сегодня свободных там практически квартир нет. Это 20-квартирные дома, которые сразу раскупаются еще в период строительства. И уже говорила, что стоимость жилья большая. В ответ чиновники Минсельхоза предлагают: не можешь купить – построй. Федеральная программа ориентирована как раз на поддержку индивидуальных застройщиков, тех, кто намерен долгие годы жить и работать в селе. Еще одно нововведение – помощь государства в реализации местных инициатив. В этом году гранты получат 5 общественно значимых некоммерческих проектов. В их числе создание таких объектов, как детская игровая площадка в селе Ужга Кайгородского района, спортивный комплекс и зона отдыха в селе Гурьевка Прилуцкого района, и 2 спортивные площадки в селе Шошка Сыктывинского района и в селе Гакшар Сысарского района. На реализацию федеральной программы Москва выделит Коми 104 миллиона рублей. Больше половины средств направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, в том числе газификацию и строительство водопроводов. Кроме того, в этом году продолжится строительство социально значимых объектов: школы в поселке Якша Троицко-Печорского района и ФАПов в Усть-Цилимском поселке Синегорье и Ижемском селе Кипиево. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.